Главные события уходящей среды 12 марта в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В республике проходит активная подготовка к прохождению паводково-опасного периода и пожароопасному сезону. Расскажем, какие прогнозы делают специалисты. В этом году запланирована реконструкция 7 блоков Нерюнгринской центральной районной больницы. Узнаем, как изменится медучреждение. Волонтеры Ленского района изготавливают для нужд фронта носилки, костяк корпуса, женщины среднего и старшего возрастов. Центр «Мои документы» расширяет количество предоставляемых услуг. С 4 марта свидетельства о рождении и смерти выдают еще в новом одном месте. Расскажем, где именно. Легендарный спектакль «Щелкунчик» представят на сцене Государственного театра оперы и балета в Якутске. Знакомые все мотивы переосмыслили на современный лад. В республике проходит активная подготовка к прохождению паводково-опасного периода и пожароопасному сезону по линии Росводресурсов. В этом году выделено из федерального бюджета 54 миллиона рублей, а в виде субвенций около 16. Продолжается и мониторинг крупных рек Якутии. Помимо этого состоялось заседание правительственной комиссии под председательством министра страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. Он поручил продолжать подготовку к прохождению сезона пожаров и паводков с целью минимизации их последствий. Надо к сезону готовиться. Сегодня первые прогнозы уже поступают. По паводковой ситуации и по пожароопасному сезону республика подвержена угрозе. И, безусловно, мы должны к этому быть готовы. С 10 февраля по 21 марта уже проходит проверка. Проверку проводит по региону Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия. Рынок стройматериалов сталкивается с противоречивыми тенденциями. Спрос на товары невысокий ввиду окончания льготной программы ипотечного кредитования и высоких процентных ставок по ипотеке. Тем не менее, отечественные производители продолжают выводить на торговые площадки новые продукты, несмотря на условия санкций. Тему продолжит моя коллега Надежда Саханская. Далеко не секрет, что Якутск считается лучшим городом на вечной мерзлоте. Мы также прекрасно знаем и тот факт, что все здания в большинстве своем, которые находятся в этом городе, они стоят преимущественно на сваях. Но научно-технический прогресс неумолим. И появились ли новые технологии, которые обеспечат устойчивость несущих конструкций по-новому? Давайте разбираться. Для того, чтобы отыскать ответ на этот вопрос, мы отправляемся в инженерно-технический институт главного вуза республики. Здесь как раз и занимаются изучением и разработкой новых материалов. Так, например, для замешивания бетона появились полимерные добавки, что позволит увеличить стойкость конструкций и срок их эксплуатации. Первые эксперименты уже проведены в Якутске и показывают положительный результат. И сегодня, как вы замечаете, наверное, на многих строительных объектах ростерки, вот эти мощные верхняя часть сваи, да, их, как правило, большинство заказчиков сегодня, застройщиков, они опускают на уровень грунта, да, чтобы сделать под зданием проезды или стоянки и так далее. Да. И в этих условиях, опять-таки, очень важно иметь бетон очень хорошего качества. Да. Притом мы говорим о бетоне класса не менее В30. А если речь идет о Якутии, то еще одно из требуемых качеств – морозостойкость. Строительная химия – это новая веха в истории отечественного производства. А вот это уже испытание над бетоном с осадкой конуса. Меняя и корректируя состав, происходит влияние на сохраняемость и усадку бетона. Так, например, формула в 30 килограммов песка дает подвижность на 2 сантиметра и увеличение сохраняемости в 2 раза. Ну а все испытания проводят отечественные производители. Из последнего такого это бетоны безусадочные, сульфатостойкие и высокопрочный бетон. Это то, что за последние несколько лет мы в республике открыли, успешно опробировали, и это дало результат. И это решения, которые здесь уже применяются активно, и они есть. Причем наш регион может похвалиться не только суровым климатом, что является благодатной базой для испытаний в условиях экстремально низких температур, но и уникальным сырьем для производства.
Очень специфическое это отличие якутских материалов от всех остальных материалов по России, потому что обычно это более крупные пески. На мелких песках делать труднее бетонную смесь, поэтому составы другие и требования немножко другие к материалам и к добавкам, потому что с добавками основная задача добавок для бетонной смеси для того, чтобы снизить количество воды и повысить прочность бетона. А прочность соответствует стандартам ГОСТа. Такого бетона хватит на 50 лет и даже больше. Эта тенденция может успокоить тех, кто заинтересован темой рынка стройматериалов. Ведь производители по-прежнему ориентируются на улучшение логистики, заключение долгосрочных контрактов с крупными потребителями и развитие импортозамещения. Надежда Саханская, Нюргун Старостин, Якутск. На протяжении последних лет в медицине в Нерюнгринском районе уделяется колоссальное внимание. Реконструкция объектов в больнице – одна из ключевых составляющих мастер-плана Нерюнгри, реализующегося по поручению президента страны Владимира Путина. В этом году запланирована реконструкция сразу 7 блоков Нерюнгринской центральной районной больницы. Тему продолжит моя коллега Екатерина Павлова. Сегодня на постоянной основе инспектирует ход выполнения ремонтных работ в Нерюнгринском районе исполняющий обязанности главврача Нерюнгринской центральной районной больницы Зараб Саакян. В 2024 году познакомился непосредственно именно с центральной районной больницей, с коллективом, с мощностями, с, скажем так, этими масштабами самой больницы, структурных подразделений. Ремонтные работы кипят сразу в нескольких местах: на больничном комплексе, в кожно-венерологическом диспансере, женской консультации и взрослой поликлинике. А временные трудности и стесненные условия для медицинского персонала и пациентов сегодня станут новыми возможностями завтра. Планы мы не снижали. Мы стараемся увеличить доступность медицинских услуг по всем направлениям. На этой неделе увеличили количество направляемых пациентов на СКТ. Там была большая очередь, сейчас мы ее подтягиваем очень целенаправленно. Взрослая поликлиника отправляет пациентов всех, которые у них были в очередях на этот вид медицинских услуг. Экстренная помощь оказывается в 100% всем обратившимся пациентам в отделении приемного покоя. Плановые операции не остановлены, они также проводятся. Очередь немного выросла на оказание плановой медицинской помощи, но она не остановлена, она оказывается населению Нерюнгринского района. Сегодня жители Нерюнгринского района могут своими глазами наблюдать преображение объектов здравоохранения. Новые здания с современной отделкой, пандусами и подъемниками, высокотехнологичным оборудованием. Проблемой остается дефицит медицинских кадров, особенно врачей узкой специализации. Но и эта проблема решается совместными усилиями властей всех уровней. Одно из мер привлечения – это, конечно, выделение огромных субсидий для медработников по выплатам именно для покрытия той же, например, ипотеки, что достаточно, как сейчас показывает практика, начинает пользоваться спросом, и за счет выделенных средств мы будем постепенно укомплектовываться. Соответственно, в новых условиях, я думаю, всем понравится работать, но и мы нацелены на то, чтобы не то, чтобы они приехали, поработали и уехали, заработав, но при этом, чтобы все-таки остались здесь. И в дальнейшем, чтобы мы развивали и всю медицину в целом района. Ну и, скажем так, на зависть другим регионам это все улучшать, совершенствовать, модернизировать, чтобы уже к нам ехали, допустим, с ближайших каких-то городов. Повысить удовлетворенность жителей медицинским обслуживанием – одна из ключевых целей стратегии развития здравоохранения Нерюнгринского района. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 11 единиц транспорта получила Алданская центральная районная больница за последние 4 года по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Продолжается и обновление материально-технической базы. Все подробности в сюжете наших коллег. Амбулатория поселка Ленинского в ближайшее время получит автомобиль для оказания неотложной помощи. Машина поступила в Алданскую центральную районную больницу по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. После прохождения техосмотра и постановки на учет в ГИБДД транспорт будет передан в Ленинский. По
По программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена за последние 4 года Алданская ЦРБ получила 11 единиц транспорта. На сегодня почти все амбулаторные учреждения района обеспечены автомобилями. В ближайшее время ожидается прибытие машины для фельдшерско-акушерского пункта поселка Илмах. Наряду с обновлением автопарка в больницу поступает современное оборудование. В декабре месяце мы получили современное эндоскопическое оборудование. Эндоскопическое оборудование у нас поступило в амбулаторную звено. Это Алданская городская поликлиника и Нижнекуранахская поликлиника. Там очень хорошее эндоскопическое оборудование в виде эндоскопических стоек с возможностью выполнения эндоваскулярных операций. На исходе 2024-го в акушерское отделение больницы поступил аппарат искусственной вентиляции легких для самых маленьких пациентов. С его помощью смогут дышать недоношенные новорожденные с экстремально низкой массой тела, крохи весом до 1 килограмма, а также малыши с легочными патологиями. Мы получили буквально неделю назад современный операционный стол, который будет у нас установлен в новую отремонтированную оперблок нашего хирургического отделения в Алданской центральной районной больнице. Развитие идет интенсивным темпом. Совершенствуется лечебный процесс, в практику внедряются новые виды высокотехнологичной помощи. Между тем, залогом сохранения здоровья остается профилактика. Предупредить любую болезнь легче, нежели бороться с ней. Медицинские осмотры с профилактической целью необходимо проходить не реже 1 раза в 12 месяцев. С 2024 года в Якутии в рамках общей диспансеризации населения проводится оценка репродуктивного здоровья. На первом этапе диагностика включает анкетирование, первичный осмотр и скрининг. Оценка репродуктивного здоровья проводится как у женщин, так и у мужчин. Это взрослые с 18 до 49 лет, то есть они могут подойти в поликлинике, опять же, и организованы кабинеты, где по своему желанию они могут проверить свое состояние, свою репродуктивную систему. Диспансеризацией охватывается все население. В начале марта выездная бригада провела медосмотры жителей сел Чагда и Кутана. Обычно охват пациентов составляет 100%, однако в этом году в феврале в отдаленных уголках района работала республиканская мобильная бригада, и некоторые граждане прошли осмотр до прибытия сотрудников Алданской ЦРБ. Охват составил 70-80% населения. Выявлены люди, которые планово потом поступят к нам на обследование в центральную районную больницу, на стационарное лечение и дальше уже по направлению врачей на обследование республиканские медицинские организации. В отдаленные населенные пункты медработники выезжают ежегодно. Прием в поселке Угаян Белецкого наслега ведут специалисты Нижнекуранахской больницы. В Чагду и в Кутану направляется Алданская бригада. Возможность проверить состояние здоровья жители стараются не упускать. В ходе осмотров специалисты выездных бригад делают назначения и корректируют тактику лечения пациентам с хроническими заболеваниями. При необходимости граждане направляются в Алдан. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. От роддома до фронта акушерка из Якутии Зоя Степанова в 23 году отправилась служить на передовую. Полковой госпиталь был рассчитан на 30 коек, однако медики оказывали медицинскую помощь более чем сотни солдат. В конечном итоге Зоя Петровна соскучилась по родным и решила вернуться на родину. В настоящее время она работает медсестрой в клинике и уделяет время своей семье. Помимо этого, Зоя Степановна стала одной из женщин, с которыми встретился глава государства Владимир Путин. Он выразил благодарность женщинам, участвующим в специальной военной операции. Очень приятный человек, пообщались. Фонд защитника Отечества решали свои вопросы, а мы рассказали маленькую историю. Работали, не покладая рук. Если поступали, например, 50-100 человек в день, мы все выходили на смену. Нет, не жалею. После СВО я сразу же нашла работу. Работаю старшей медсестрой в клинике здоровья. И планы на будущее – жить и радоваться жизни. Уполномоченная по правам человека в Якутии Сардана Гурьева провела прием семей членов участников специальной военной операции. В приеме также приняли участие активисты Комитета семей воинов Отечества.
Жены и вдовы участников СВО пришли на прием по самым разным вопросам. От юридического сопровождения и документирования различных обстоятельств до мер социальной поддержки и получения горячего питания их детьми. Встречи, отмечу, проходят регулярно по мере поступления вопросов, ну а сами вопросы решаются в рабочем порядке сразу на месте. Матери, жены обращаются по вопросам розыска пропавших без вести. Это и вопросы доказывания юридических фактов в судебном порядке. И здесь, конечно, важную работу у нас проводят адвокаты на территории Республики Саха-Якутия. У нас с адвокатами тоже имеется соответствующее соглашение. И поэтому очень важно, когда все структуры, которые сегодня задействованы в защите интересов участников специальной военной операции, работают дружно и слаженно. С первых дней специальной военной операции жители Ленского района начали помогать нашим бойцам. Волонтерское движение «Ленский покров» возникло по инициативе всего нескольких человек, но уже сегодня фронту помогают и дети, и пенсионеры, и предприниматели, и организации, и предприятия, и служащие муниципальных учреждений. Все подробности у Светланы Балеевой. Ряды волонтеров движения «Ленский покров» регулярно пополняются. 3 недели назад к нему присоединились и сотрудники Комитета по молодежной и семейной политике. В день нашей съемки коллектив занимался изготовлением носилок. Сначала нам доверяли делать тактические одеяла. Девочки у нас сразу часть пошли на сухие души. И вот мы делали сначала какую-то свою маленькую работу. Потом нам начали доверять изготовление носилок, изготовление пятиточечников. Сегодня мы занимаемся изготовлением тактических носилок. Это процесс очень трудоемкий и требует максимальной внимательности, потому что если какая-то петелька пойдет не туда, то носилка не будет работать так, как она должна. Ежедневно в центр Ленского покрова приходят трудиться десятки человек. Костяк волонтеров – это женщины среднего и старшего возраста. Многие из них работают здесь с первых месяцев создания. Среди них и Надежда Батышева. Женщина обучает плетению маскировочных сетей и изготовлению сухих душей новеньких волонтеров и детей. Плела нашлемники, потом сети, браслеты, в общем, все. Шью, вяжу, подвязываю, все делаю. Вот так и шьем для фронта. Сегодня здесь работает швейный и раскроечный цеха. Идет пошив необходимой маскировочной продукции, в том числе носилок и пятиточечников. Фиксируется на пояс. В любой момент можно приземлиться. Также при необходимости, если нужно занять огневую позицию, можно развернуть его на себя, естественно, расправить и лечь. Кроме того, волонтеры собирают теплые носки. Их вяжут участники движения на дому. Носочки отправляют на СВО под брендом от Санька. Школьник принес свои все накопленные деньги и передал Покрову на пряжу для носков. Также бойцам постоянно требуются белье, предметы гигиены и аптечки. Собираем комплекты. Уходящим добровольцам вручаем парням аптечки медицинские, собираем. Ну и также парни, приходящие в отпуск и уходящие с отпуска, также к нам приходят и дополнительно добирают. Надо сказать, что сети плетут не только волонтеры движения «Покров», но и педагоги и ученики первой городской школы. Они первыми начали оказывать помощь ленским ребятам, стоящим сегодня на защите нашей Родины. Инициатором благого дела стала сотрудница учреждения Полина Федорова. Как мы уже сказали, помогают фронту все, никто не остается в стороне. Регулярно объявляются денежные сборы на приобретение техники и дорогостоящего оборудования. Закрываются они в считанные дни. Так уже в этом месяце в зону СВО будут отправлены 3 автомобиля, наполненные гуманитарным грузом. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Никто не забыт и ничто не будет забыто. На пресс-конференции обсудили развитие проекта столицы республики Якутия «Труженики тыла». Его старт посвящен знаменательной дате 80-летию Великой Победы. Подробности в следующем сюжете. Великая Отечественная война – тяжелый и трагический момент в истории нашей страны. Мужчины, женщины и дети трудились каждый день, внося свой вклад к скорейшему окончанию войны. Тяжелая борьба велась не только на фронте, но и в тылу. Я знаю, у меня мои бабушки и дедушки, они и мои родители, они дети войны, бабушки, дедушки, труженики тыла. Вот, они рассказывали, что отдавали зарплаты в фонд Победы, что собирали украшения серебряные, очень часто устраивались субботники для того, чтобы вот эту сумму отдать фронту. Воевали
Моя мама, например, была ветеран тыла. Мы с Алепинска, вот порт строила моя мама, это как сказать, у нас же не было авиапорта, а вот они все делали своими руками, ветеран тыла. Сложно было, да, понимаю. И все-таки не смогли, и вырастили поколение хорошее после себя, что их чтут до сих пор. Для сохранения кусочка истории о подвигах соотечественников был создан проект «Якутяне. Труженики тыла». Этот проект создан для поиска и сбора информации о всех тружениках тыла на территории Якутии, которые вносили свой вклад в победу. Из себя он представляет открытый сайт, на котором уже размещено более 11 тысяч уникальных записей о тружениках тыла. На сегодняшний день портал содержит 9222 уникальных фамилий жителей города Якутска, которые получили медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, сейчас ведется большая работа среди школ по сбору воспоминаний о своих уже, видимо, прадедов или прапрадедов тружеников тыла. На сайте можно на сегодняшний день увидеть более 1000 воспоминаний. Я думаю, их число будет более 2000. Более того, на сайте любой желающий может просмотреть видео и фотохронику, снятые в Якутске того времени. На них изображены не только вид и быт того времени, но также люди, трудившиеся и ковавшие великую победу. Работа идет. И, в принципе, у нас осталось еще 2 месяца. Я думаю, к этому моменту у нас будет на все 99% она будет заполнена. Но дело в том, что по окончании этой работы, то есть 9 мая, мы не заканчиваем работу. То есть это будет продолжительная, длительная работа, потому что имена тех награжденных медалью, да, за доблестный труд Великой Отечественной войны, они появляются. Мы, конечно, будем их дополнять, этот реестр, но это все будет зависеть именно от тех родственников, которые, да, помнят и чтят память своих предков. Каждый желающий может свободно внести на сайт информацию о своих родственниках, которые работали в тылу во благо страны во время Великой Отечественной войны. Тем самым сохраняется не только память о них, но также ценная часть истории о подвиге простых людей. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Центр «Мои документы» расширяет количество предоставляемых услуг. Уже с 4 марта свидетельство о рождении и смерти выдают в офисах МФЦ Якутии. Раньше таким правом обладал только ЗАГС. Как оформить заявление и получить свидетельство, расскажет Эржена Гармаева. Подать заявление на регистрацию рождения и смерти теперь можно еще и электронно. Для этого достаточно заполнить простую форму на портале госуслуг. А с недавнего времени жители Якутии могут получить свидетельство не только в ЗАГСе, но и в офисах МФЦ. Опция подачи заявления в бумажном виде сохранилась. Тогда свидетельство будет готово в день обращения. Если же гражданин решил отправить заявление электронно, порядок выдачи документа меняется. На выдачу готовых свидетельств нужно будет записаться предварительно на удобное для вас время и дату. Также наши специалисты при получении свидетельства о рождении проконсультируют вас по любым услугам, которые предоставляются на базе МФЦ. Через МФЦ оформляется только если не надо установления отцовства. А в этом случае заявители должны будут обратиться непосредственно в ЗАГС. Хотя услуга действует на базе центра «Мои документы» только с 4 марта, якутяне уже успели оценить ее преимущества. Всего зарегистрировано у нас по всей республике в отделении МФЦ 37 заявлений. Заявители очень удобно говорят, что можно сразу в отделении МФЦ получить свидетельство, потом подать уже по другим услугам, оформить СНИЛС, ННН ребенку, прописку, гражданство. Пока услуга доступна в 2 офисах Якутска, а также в отделениях 7 районов. До 2029 года получение свидетельств станет возможным в еще 36 офисах центра «Мои документы». Эржена Гармаева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
В Якутске готовится премьера новой постановки главного балетмейстера Государственного театра оперы и балета, заслуженной артистки России Екатерины Тайшиной «Щелкунчик». Знакомую всем историю переосмыслили и интерпретировали, но волшебство остается неизменным. Каким образом мастера театра воплотят сказку в жизнь, расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. Именно так и создается магия театра тяжелым трудом столяров, швей, декораторов и многих других мастеров прикладного искусства. Как отмечает старший столяр-декоратор Александр Марков, невыполнимых задач для них не бывает, а все сложности производства с лихвой окупают чувства, захватывающие в момент завершения работы. Во время установки заходим, смотрим, как она себя представляет, это наши декорации. Ну и вот когда видите результат своего труда, что испытываете? Ну, конечно, это победу, радость. Как рассказывает Марков, для балета всегда создаются легкие конструкции. Здесь необходимо оставить много места на сцене, при этом обозначив антураж. Кстати, в этом «Щелкунчике» обещают изобилие декораций, много метаморфоз и, самое главное, самобытную якутскую зиму. «Щелкунчик» именно Чайковский, он очень русский. Вот просто музыка русская, скажем так. И вот, а хотелось бы сделать так, чтобы вот как-то она стала вот нашей, близко к нашей ментальности, к якутской, наверное. Да? И вот что у нас, наверное, вот были поиски вот чего-то такого, чтобы было созвучно и, как бы скажем, русскому коду и нашему национальному коду. Да? И вот, и зима, вот что нас объединяет, зима, снег. Всего над созданием костюмов и декораций спектакля трудятся 30 человек. Из них 15 – мастера швейного цеха. Для «Щелкунчика» будет создано порядка 150 костюмов, по 2-3 комплекта на каждого актера. Работают швеи на промышленных машинках. Такие возьмут даже грубую сетку знаменитой балетной пачки. Именно грубую она будет держать форму самостоятельно, хоть и не без помощи небольшой стальной конструкции. Кстати, цвета костюмов будут выдержаны в пастельных оттенках. Так как это классическая постановка, и она должна заинтересовать зрителя, там и все цвета, ну и зеленые, и синие, и голубые, и они такие мягкого оттенка, так сказать, теплого должны быть, не холодного. Все для того, чтобы создать для зрителя иллюзию танца конфет на сцене, окунуть его в сладкую атмосферу сказочного королевства. Ну а увидеть все это можно будет уже в следующем месяце. Премьера запланирована на 24 и 25 апреля. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.